Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «Мордовский блок новостей» или второе название «Эхо Мордовии». У нас девиз Петр Николаевич Тултаев придумал: «Пока мы будем безучастными, мало что изменится». Главная наша героиня программы – Фаина Юрьевна Макарова, министр юстиции альтернативного состава правительства Республики Мордовия, заместитель гендиректора Мордовской депозитарной компании «Депозит», член Совета непарламентских политических партий при Госсобрании Республики Мордовия. Обсуждаем новости мордовские за апрель-май. Первая тема такая. 27 марта в послании Госсобранию Владимир Дмитриевич Волков сообщил, что за 5 лет продолжительность жизни выросла на 3 года, но все равно по показателю смертности у нас хуже, чем среднероссийский. А 9 апреля статистическое ведомство Мордовии сообщило, у нас свыше 90 лет сейчас проживают 4,5 тысячи человек, а свыше 100 лет примерно 150 человек. Как вы относитесь вообще к проблеме улучшения продолжительности жизни, увеличения? Конечно, хорошо относимся к самой продолжительности жизни, но проблема-то стоит не в этом, чтобы объявить, что у нас будет продолжительность жизни, а проблема стоит в том, чтобы создать условия для ее продолжения. А условий как таковых на сегодняшний день сильно-то не наблюдается. Я была в комиссии Общественной палаты, собиралась при Госсобрании Республики Мордовия именно по поводу данного послания. Я обсуждала в том числе и социалка, образование и оказание медуслуг населению для продолжительности жизни. И вот мы тоже там ставили эти вопросы. Много программ заявлено, но по факту получается, что привязки конкретно к конкретному человеку, чтобы увеличить его продолжительность жизни, ее на сегодняшний день у нас в Мордовии, к сожалению, не существует. Я единственное задала вопрос такой. Скажите, пожалуйста, если бабушка на селе, ей стало плохо. Раньше были фельдшерские пункты. Фельдшер мог приехать, по крайней мере, но обычно все в таком возрасте, в старческом, проблема сердечно-сосудистого характера, с давлением, там, с каким-то такими вот состоянием такого здоровья. Вот. Кто в данном случае сможет ей оказать первую помощь, сделать просто элементарный укол, чтобы снять давление? Есть такая возможность на селе? Или нужно совершить вызов машины? Это деревня, это не райцентр. У нас и в райцентре это на сегодняшний день больницы многие закрывают. Да? Как быстро она доедет и успеет ли эта машина доехать до нее? Вот о чем разговор дальше. Да, а теперь обсудим еще другие факторы, которые влияют на этот показатель. 19 апреля в той же общественной палате прошли слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Саранска. Выяснилось, что у нас в Саранске нормативы Всемирной организации здравоохранения по растительности выполняются. По городской растительности в 2 раза выше нормы, по пригородной в 3 раза выше нормы. И вот предлагают экологи пригородные леса Саранска соединить аллеями с жилыми кварталами Саранска. Что бы происходило, чтобы жители там отдыхали на природе? И в частности, у нас 30 мая лосенок из пригородного леса прибежал в Саранск, купался в стадионе пруду старта и убежал назад. Да. Все перепугались, еще думали вначале, что он умер. Оказалось, что жив остался. Да, слава богу, нашли. Ага. Но это хорошая тема сама по себе. Сам по себе город у нас на самом деле зеленый был изначально. В центре очень много деревьев повырубали с расширением дорог, особенно к чемпионату, когда было связано, к тысячелетию Мордовии было связано. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки взамен вырубленных сажали новые. Но новые ждать очень-очень, конечно, долго получается. Но сам по себе город, на самом деле, у нас окружен лесами. Вот, по экологии при этом, насильно на экологию это, однако же, вроде бы как это и положительный, хороший момент, но влияют другие составляющие. Вот, может быть, к этой теме тут у тебя заявлено, я не знаю, в новостях или нет, что за 2 недели до чемпионата Волков разговор вел о том, что необходимо в данном случае, чтобы у нас запахов не было. Да, вот скажите, нет такой новости? Да, это нет новости сейчас, да. Вчера едем по городу, сегодня чемпионат. В центре вчера города вечером, да, мы нюхали тоже, интервью брал. Да, идет запах. То есть мало ведь объявить, надо что-то еще делать. Но в данном случае запах идет не с тех очистных сооружений, про которые... Не с Химаша? Не с Химаша, да. Запах идет с птицефабрики. О которой раньше говорили, что там все нормально, никаких там проблем нету. Было дано 2 недели, но вот однако же за 2 недели все-таки Тултаев по указаниям Волкова не исполнил. Вот
А то, что лес, то, что кислород как бы очищает, эти насаждения очищают. И то, Это что очень аллеями в хорошо. И центр то, что города. да, и зеленый гулять, особенно вот даже у нас по Пролетарской улице, вот эта вот аллея находится, там и лавочки, и народ гуляет из центра самой аллеи замощенный при этом. В колясках дети отдыхают, которые везут мамы их, или там родственники, или папа, там, или еще кто-то. Приятно смотреть. И места отдыха у нас есть. Вот даже вчера я проехала, здесь вот около Адмирала, смотрю, там очень хороший пруд сделали. И сделали детскую площадку очень хорошую для детей, замечательно. Помимо того, что недалеко вроде бы парк, то, что вот у нас там около Мордовского подворья, вот эта река Инсарка, приведенная в хороший такой соответствующий должный вид. Вот. Ну, за это нужно отдельно поблагодарить Николая Ивановича. Да. Еще такая проблема, которая, мне кажется, немаловажной, то, что, оказывается, у нас в Мордовии, ну, как, наверное, на всей планете, людей постоянно кусают животные и насекомые. И вот такая статистика. 5 апреля Роспотребнадзор сообщил, что уже за первый квартал 2019 года в Республике Мордовия людей покусали и ослюнявили 311 человек, и только они обратились в медучреждения, а из них 76 обратились в МВД. Но ни одного административного дела не было заведено, так как сказали, что у них легкий вред здоровью. А 30 мая Роспотребнадзор сообщил, что за 5 месяцев клещи покусали как минимум 177 человек, в том числе 82 ребенка, и в том числе 3 укушенных взрослых были заражены клещевым боррелиозом. Это может привести теоретически к инвалидности, иногда приводит. А в прошлом году по всем показателям по клещам меньше, чуть ли не в 2 раза. Проблема ли это или это просто природное явление? С одной стороны, это и природное явление, и проблема. Проблема состоит в том, что раньше, когда сельское хозяйство повсеместно активно, то есть использовались всевозможные пастбища, насаждения, и животные на них ходили и так далее, то есть по этим природным условиям у нас возможность, извините, вот, у нас в этом случае их все-таки было меньше таких случаев. Вот. А сейчас и погодные условия способствуют этому, и то, что в данном случае сельское хозяйство у нас находится на уровне, как вам сказать, по показателям использования самих площадей и пахотных земель, и пастбищ, приближается к минимальной составляющей. Да. Вот за счет этого, да, вольготно, потому что когда вот, допустим, мы раньше уезжали далеко-далеко в Пензенской области в один из лесов, нетронутая природа, совершенно людьми нетронутая, так я там таких насекомых насмотрелась, которых в жизни не видела ни разу, то есть они им там вольготно, лес, влага, территория нетронутая, абсолютно ни людьми, никем, было очень даже, как сказать, страшновато. И там вот эти насекомые, таких мелких, которых в жизни ни разу не видела, потому что приехала из этого леса, и по мне вот чувствую, что кто-то ползает. Такие мелкие какие-то вот насекомые, вот я не знаю, как их назвать, да, ну, природа, она любит заполнять пустоты. Вот говорят же в Припяти сейчас, после Чернобыльской аварии, когда все съехали, что сейчас там завелись много диких животных, которые давно вроде бы ушли с той территории, их раньше не было, вплоть до медведей. Да, там и лоси, там и лисицы, там и рыси, там и волки, в общем, кого там только нету. И при том, что на них вроде бы как не подействовала радиация, получается. Так что природа быстро самоочищается и наполняет собой. А в том числе вот только в Саранске за один квартал 113 человек обратились, что их покусали животные. Вот это проблема или никак не справиться? Собаки? И лисы, наверное, собаки. В городе, наверное, собаки. Наверное, собаки. Ну, то, что собаки кусают, но это как раз минус хозяевам, которые, если заводят своих домашних питомцев, должны за ними следить. И, естественно, если выходят гулять, должны водить их на поводке. Я сторонница именно этого. Вот. Это неправильно, то, что собаки так могут покусать. Но если никто за ними не следит, если нет у них хозяев, то, естественно, они будут набрасываться на людей. Но в этом случае это нужно уже, наверное, обращаться к администрации города, чтобы
в свое время же занимались отловами животных, но пусть они в данном случае определяют, тем более, что у нас тут по телевизору показывали один хороший сюжет про девушку-волонтер высказывалась, Да. которая на юго-западе держит животных, и вот сейчас она собирается, по-моему, то ли в Дубенский район, то ли куда-то они там собираются переезжать, и просила всех оказывать помощь в плане питания, ухаживания за этими животными. Много там больных животных, в том числе вот этих всевозможных собак, которых они подбирают. Вот это неравнодушные люди, они есть, и они на самом деле приносят очень хорошую пользу, и они своими, может быть, у нас покусных было бы намного больше, если бы вот не такие люди, Да. вот, которые могут посильно оказать в данном случае действенное какое-то решение в плане того, чтобы помочь и жизни самих животных, и в конечном итоге жизни даже людей. Теперь обсудим тему питания. С 1 по 17 апреля в детских садах провели опросы у родителей по поводу безопасности питания, и выяснилось, что больше 80% родителей считают, что они довольны и организацией питания, и санитарным состоянием мест, и качеством питания. Но вот, видимо, они не совсем замечают, бывают и минусы, которые они не замечают, риски. В конце апреля замруководителя Роспотребнадзора Мордовии сообщила, что в 3 садиках обнаружено, что кормят некачественным сыром, маслом, сметаной и творогом. 29 апреля женщина купила в пекарне пирог с яблоками, дом обнаружил, что там под пакетом, под пленкой таракан, большой, красивый, рыжий, кушает ее пирог. У нас, мне кажется, тараканов уж не осталось. Я что-то в последнее время Вот вообще не слышала. последний Нет, был это в этой что-то- пекарне. пекарне. Я на центральном рынке видел в прошлом году тараканы под фруктами ползают. 30 апреля поминки были в поселке Комсомольском Чамзинского района. 26 Там человек да, отравились. там отравление было. Кишечная палочка сальмонелла в курице обнаружена. Как у вас с Мордовией, как вы оцениваете качество питания? Ну, качество питания, наверное, в Мордовии так же, как и по всей России. А то, что у нас некачественное молоко может оказаться сыр, масло, это с учетом того, что, наверное, само производство молока не совсем. Хотя у нас в Мордовии, тем не менее, говорят, что славится тем, что тут натуральные продукты в большей части своей. Но, тем не менее, я так подозреваю, что технологическое производство молока, масла и сыра все-таки подразумевает добавки такие, как пальмовое масло, какие-то другие составляющие, потому что при ценовой политике, которая у нас есть, она показывает на то, что там эти ингредиенты в виде вот этих всевозможных химических добавок, вот, они имеют место быть, наверное. А они тоже ведут к отравлению организма, потому что все вот эти вот добавки, это же не натуральные продукты, да? Вот. Ну и плюс, естественно, с учетом того, что кто-то, наверное, следит за сроком годности данных продуктов. То есть, если раньше были технологи на каждом производстве, и все проверяли на местах общепита за качеством продукции, производимой ими, то сейчас таких специалистов у нас все меньше и меньше, у нас сейчас все больше юристов, экономистов, чиновников, всевозможных представителей силовых структур, а вот людей, которые непосредственно занимаются жизнью, производством, бытом людей, как бы, мне кажется, наверное, у нас профессии, даже на эти профессии не идут учиться. 9 апреля боевые эскадроны Россельхознадзора Мордовии проникли на центральный рынок Саранска, изъяли около 7 килограмм санкционных сыров из враждебных нам стран Германия, Голландия и Финляндия, отвезли на Александровское шоссе и сожгли под видеокамеру. Ну, ты мою позицию знаешь. Как все говорят, дурное дело, но это самое не хитрое, да? Арестовать продукцию, которая хорошего качества, почему ее продают из-под полы, потому что именно вкус непосредственно производимых продуктов, по которой у нас по программе импортосовмещения объявлены за счет санкций, причем эти санкции вели, оказывается, наши чиновники сами, да? Да. Вот, то есть эти санкции идут не с Запада в данном случае. Позиция такая — уничтожить. Это вместо того, чтобы качественные продукты сдать в крайнем случае в те же самые больницы, в школы или еще куда-то, чтобы дети там не отравились. Нет, мы будем своими некачественными продуктами травить, а качественные будем уничтожать. Ну вот позиция наша в данном случае получается государства.
24 мая Рузаевский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей директора городского водопроводного предприятия. Взяли пробу воды, обнаружили нарушение санитарно-эпидемиологических требований к этой воде. 28 мая активисты Мордовского регионального отделения «Открытой России» собрали 500 подписей и в этот день сдали в городскую администрацию жалобы на ржавую воду. И 29 мая уже город администрация ответила, что у нас есть проект «Чистая вода», мы будем решать проблему. А 27 мая в социальных сетях опубликовали видео, сообщающее вот о чем. У нас есть комбинат тепличный, он поливает из пруда, берет воду для полива химикатами своих полей. И вот на следующий день после полива химикатами в этом пруду тонны рыбы одного вида плотва выбросились на берег. Как у нас качество воды в республике? Ну, качество воды, опять мы возвращаемся к тому, что коммуникации, которые у нас проведены по городу, они еще советских времен большей частью. Срок эксплуатации у них практически уже вышел. То, что они требуют замены, это однозначно. То, что на это раньше денег не выделялось, тоже. Сейчас вот на Химмаше с прошлого года, по-моему, пытаются вести там огромные вот эти трубы, это перед чемпионатом еще тогда начали, но еще вчера проехал, вот, не закончили, все еще продолжают заниматься, да. Но система город-то вырос у нас в любом случае за эти последние 15-20 лет по количеству домов, так будем говорить, не по населению, а по количеству домов. Вот к ним нужно, естественно, подводить все новые и новые коммуникации, водопроводные, в том числе канализационные. Вот, поэтому на старые внимание не уделяются особо, да, а если уделяются, опять же, то есть воды нету, пока потом включают, идет ржавая вода, но это все опять вот с друг другом связано. Это все во что упирается? В том, что не было изначально правильной программы по замену выходящих из строев или прекращающих свой срок эксплуатации вот этих канализационных и как их правильно называют, этих труб? Отводных, не знаю. Да, которые проводят. Вот, поэтому и качество воды оттуда такое. Такая еще тема, может надуманная, но мне кажется нет. 29 апреля на стройплощадке на улице Севастопольской на Химаше рухнул огромный автомобильный кран. И оказывается, 2 года назад почти на этом месте падал башенный кран. Это к чему может привести? Когда-нибудь упадет он на дорогу, умрет там больше 10 человек, или упадет на жилой дом, может около 100 человек умереть. Поэтому надо как-то эту традицию хорошую остановить. Закрепить. Нужно отменить ее. Потому что, уж извините за черный юмор, да, потому что пока у нас, как говорят, гром не грянет, кто-то там не перекрестится, да, то есть у нас это начинают принимать меры только тогда, когда конкретно уже что-то прям вот такое случится, из ряда вон выходящее, и со смертельным исходом. Комиссию вот создадут. тогда, да, и вот тогда начнут проверять абсолютно все стройки, все эти краны и так далее. А по факту, когда нужна планомерная работа, и работа нужна специалистов. И этого нет. Да. Да, этого нет. Этого нет. Упреждение, да. А вот что есть. 1 апреля и 29 мая Петр Николаевич Тултаев подтвердил свое намерение продолжать активно сносить старые металлические гаражи и сараи, на которых нет правоустанавливающих документов. Вот какие плюсы и минусы. То есть они, конечно, и захламляют, они, конечно, и уродливые, может быть, и краска полезла. Но ведь это чья-то собственность. Конечно, она не закреплена законодательно, только у нас полстраны живет за пределами правового поля. Как считаете? Я считаю, что просто изначально, прежде чем сносить, надо было установить и людям помочь. Вот когда тысячелетия проводили, да, по улице Невского, всем поставили же одинаковый забор. Помогли же все привести город в надлежащий вид. И если при этом, при невозможности, понятно, что бюджету это тяжело за счет своих собственных средств это осуществлять, с учетом каких-то средств самих граждан, ну, произвести в данном случае, помочь правоустанавливающие документы, да, приобретение права собственности на то, что уже практически человеку принадлежит более 15 лет. Но по закону это тоже, как в Гражданском кодексе это написано, да, если человек пользовался открыто, то в принципе у него право собственности уже возникает за счет этого. Вот. А просто сносить вот так вот для того, чтобы освободить это место и потом дать понравившемуся какому-либо человеку, имеющую возможность подойти и получить это место, но это, я считаю, тоже не совсем правильно.
Осенью прошлого года в Большеберезняковском районе в 9 сельских поселениях прошли референдумы о самообложении. Большинство якобы пришло, большинство якобы за. 14 апреля в Краснозаводском районе и в Рузаевском районе тоже прошли референдумы. Володь, пожалуйста, не читай эту новость. А еще у нас... Я не хочу, потому что их обязали всех провести, вот и провели. Денег в бюджет не хватает, понятно, что с региона собираемость налогов в основном она осуществляется за счет, в смысле, уходит в федеральный бюджет, потому что налоги так построены, все, что деньги все стекаются туда. Какие-то программы проводить необходимо в этих программах предусматривается обязательно финансирование с регионального уровня. Региональный уровень, если связано это с селами, с местным уровнем. А в местном уровне там у них денег-то нету. Собираемости налогов тоже там, извини меня, бабушки остались, дедушки остались, с которых не особо что-то возьмешь. Вот придумали теперь самофинансированием заниматься. Но это же маразм. Вместо того, чтобы пересмотреть налоговую политику, определиться с теми налогами, которые собираются по стране, федеральные бюджеты пропадают, как в той черной дыре. Вот занимаются тем, что последние копейки собирают. При этом я вот возмущена до предела, когда потом проходят новости, что, допустим, совет директоров Роснефти за 2018 год, помимо зарплат, которые они имеют, помимо всевозможных там члены совета директоров, которые просто назначены тем же самым основным государством, практически получили вознаграждение, то есть это не зарплаты ихние, 2 бюджета 2 регионов. Это до маразма, до маразма. И все хотим, разговор ведем о справедливом нашем демократическом обществе. А вот в дополнение к этой теме в мае «Вечерний Саранск» сообщил, что директор Саранской школы номер 9 собрал родителей и сообщил, что школьную форму первоклассникам нужно покупать именно в магазине «Класс» и в магазине «Люди в новом». Ну, это же опять не просто так, это же опять определенное коррумпированное предложение. Зрения, да. Да, потому что в данном случае, с одной стороны, и директора понять не можно в каком плане, что он бы хотел, чтобы в данном случае все дети в школе выглядели одинаково, потому что форма это вроде как обязательно для всех. Вот, должна быть, то есть одинаково, да, но ведь кто-то его в данном случае, то есть я понимаю, если бы собрался родительский комитет, и если бы сам родительский комитет каждого класса определил, чью форму они выберут, какую, чтобы было одинаково. Или бы родительский комитет уже школы, то есть со всех классов бы еще председатели собрались. Да, вначале бы этот вопрос, снизов, чтобы это шло. Вначале предложения были от родительских комитетов классов, потом родительский комитет школы, и вот они решили, и тогда это действительно как бы такой процесс, который правильный, демократичный, устраивающий абсолютно всех. Ну и еще выступил адвокат директора, возможно, у него мысли были, что она доверяет качеству этих магазинов, и еще теоретически, возможно, она хотела упростить родителям, все на блюдечке поднесла, не задумывайтесь об этом. Может быть, возможно, такие у нее мысли были, может и такое, да, может и нет. Плохое что-то. Да, потому что у нас же было в свое время, что когда у меня вот Регина училась в школе, что вот нам также сказали выбрать конкретные фабрики, конкретную форму. И я тоже тогда возмутилась. 9 апреля, возможно, тему мы это обсуждали уже. Значит, военный комиссар Мордовии Игорь Валерьевич Тихомиров сообщил статистику. Вообще, во-первых, сказал, что дедовщины неуставных отношений не сталкивается он. Но статистика такая: альтернативная служба 1, всего более 1000 человек, призвали годность более 80%, на контракт 53 человека в Мордовии, уклонистов и тех, кого не удалось привести, 600 уклонистов. Как вы, еще раз напомните, к призывной армии срочно относитесь? Ну, мы уже этот вопрос обсуждали не один раз, поэтому это как бы не новость в плане обсуждения. Я считаю так, что армия должна быть на контрактной основе, когда человек уже сознанием дела сам принимает для себя решение, сколько ему служить, что ему за это получать, и тогда вопросов таких вот, я думаю, возникать не будет. Да, правильные вещи можно проговорить несколько раз. Новость следующая такая. В конце апреля появилась информация, что Киномакс Победа, кинотеатр сносят. С осени уже показы не идут, а 30 апреля вообще последний день. У вас какие воспоминания связаны с этим зданием? Очереди, большой зал и фильмы, которые шли в первую очередь там. Поэтому и очереди были. Жалко что вам, что снесут? Да. Построить вроде бы какой-то небоскреб. Но в последнее время я, естественно, в кинотеатры не хожу, вообще не хожу ни в какие практически почти кинотеатры. Вот, в Сити-парке была последний раз, наверное.
Поэтому сам по себе кинотеатр занимал в плане просветительской культуры самого города очень значимое значение, имел место быть, да, поэтому будет жалко, если его не будет. Значит, 3 мая маркетинговое агентство Zoom Market опубликовало исследование, что из 24 городов России жители Саранска оценивают свое финансовое положение беднее всего. 29 мая обновился национальный рейтинг мэров. Из всех глав городов столиц наш Петр Николаевич на 11 месте, по-прежнему он почти всегда в десятке. А 29 мая Горсовет принял решение, что нужно недостаточно с имиджем, нужно создать пресс-службу, потому что у нас есть, видимо, лишние деньги в городе, и чтобы был человек, который получал зарплату за пиар нашего города. У нас уже был пример, когда Николай Иванович создавал в данном случае пиар-компанию, которая его пиарила. Сейчас Мордовия звучит и на федеральных каналах, и везде, вплоть до того, что, слава богу, сейчас у нас сегодня проводится матч сборной России, сборная Сан-Марино. Да, вот, поэтому, что я хочу сказать. Пиар люди делают сами своими делами, а не тем, что отмывают деньги за счет не всегда правдивой информации. А потом объявлять можно какие угодно проекты. Как они исполняются, эти проекты. И какое реальное в данном случае состояние благополучия, да, то есть материального в том числе, связано со здоровьем и со всем остальным. То есть люди сами должны об этом высказываться. Они искусственно должны насаждаться. С 2013 года первым замом главы Саранска был бывший министр энергетики Алексей Владимирович Егорычев. И вот 22 апреля новый первый зам главы, человек, который отвечает в том числе за ЖКХ, Игорь Николаевич Бутякин. С какими пожеланиями мы проводим прошлого, за 6 лет подведем его итоги с ЖКХ и пожелания новому заму, первому замглавы. Первое, наверное, которое приходит на ум, это снизить, понизить тарифы ЖКХ. Это первое. По этому поводу сказать того, кого провожаем, не справился с этим пожеланием, потому что пожелание это уже, наверное, лет 15-20 у людей присутствует. Коммунальные оплаты с каждым годом все дороже и дороже. Качество все хуже и хуже. Поэтому что нужно пожелать новому? Заняться данными проблемами, улучшить услуги по представлению коммунальных услуг и снизить тарифы по ним же. Продолжим перемывать косточки нашим руководителям. В Рузаевку окунемся. У нас, оказывается, с 7 ноября 2016 года Рузаевским районом руководит бывший начальник МЧС Мордовии Вячеслав Юрьевич Кормильцин. Сразу через 2 недели он сменил руководителя главы администрации Рузаевки, поставил руководителя своего подразделения из МЧС Валерия Николаевича Родионова. Значит, сам этот генерал поставил полковника, и вот полковник в марте сменил первого заместителя, лейтенант будет там, Александр Николаевич Киселев, бывший лейтенант ГИБДД. Как вы относитесь к тому, что вообще силовики старшину какого-нибудь из этого МЧС куда-нибудь поставят еще? Ждем. Ждем следующего по иерархии. Да. Так, ну что хочу сказать по этому поводу. Эта политика назначения людей, военных, мы будем вещи своими именами называть, она вообще-то внедрена в данном случае у нас Владимиром Владимировичем по России. Вплоть до того, что сейчас из ФСО назначали губернаторов, и мы все были свидетелем этого. Вот на днях у нас с Астраханска сейчас бывший ФСОшник, значит, решил вернуться якобы на службу. Ну, предполагается все-таки, что ожидал-то он, наверное, немножечко другого в мировой жизни, как говорят, в мирской жизни, да, вот, потому что люди военные, у них все-таки своя специфика определенная есть. Но в каких-то вещах, может быть, нужны люди военные, если у них есть хорошие организаторские способности, если они на самом деле не оторваны от реалий дня, если они могут справиться, то в этом ничего страшного нету. Но ведь дело не в этом, дело в том, что в данном случае все-таки нарушаются определенные связи и доверие населения. Вот. Мы же не вот страна, да, как там в свое время в Чили было, там, и там еще другие страны есть примеры, да.
Вот когда начинают военные руководить всем государством в целом, это тоже неверно. Это значит говорит о том, что в стране не все в порядке и что демократии в стране нет, не наблюдается, да? Вот это плохо. В данном случае, помимо всего прочего, что люди приводят своих людей, тоже как бы, но они им просто доверяют, они их видели в деле, поэтому они приводят. Но вот когда приводят, вот слава богу, что в тех, кого он привел, вот сейчас, да, кормильцам, это не его родственники. Еще хуже, когда приводят на должности своих родственников, которые в данном случае как раз никаких знаний в этой области не имеют, и опыта у них нет никакого. Например? Я уже в прошлый раз разговор вела по поводу вот Кидяева, допустим, да, которого тут сейчас назначили руководителем Россельхознадзора. Он у нас по 2 регионам, Пензенской области и Мордовии. Молодой парнишка, 29 лет, который занимался семейным бизнесом. Папа у него депутат Госдумы. Папа у него зам руководителя комитета по аграрным вопросам. И сам руководитель фракции «Единая Россия». Да, зам руководитель, да, Единой России. И получается, что, естественно, он сына в данном случае решил ему создать карьеру. Но я писала сейчас вот во многие органы, в частности, общалась непосредственно, вернее, сами мне звонили с Россельхознадзора, потому что я туда направляла по этому поводу заявление с проверкой на коррупционность назначения данного назначения. Вот, потому что предполагаю, что то, что папа занимает в соответствующей с тематикой комитет по аграрным вопросам и сын Россельхознадзора, это как раз свидетельствует того, что коррупция имеет место быть, потому что он на госслужбе в данном случае не состоял, нигде не работал, и тем более сразу в 2 регионах, и тем более в области сельского хозяйства. То есть он даже, я когда сказала, там посмеялись, да, говорит, это, наверное, имеет место быть. Я говорю, он вообще-то разделяет слова «сеять» и «сажать». То есть понятие у него есть, что это разные вопросы. Вот. При этом, как выяснилось, антимонопольный комитет дал нам мне ответ, что при заключении госконтрактов, сын работал в строительном бизнесе, вот, там наблюдались нарушения антимонопольного законодательства. То есть госконтракты выигрывались с нарушением закона. И если человек уже нарушал, будучи таким молодым, действующее законодательство, то что его остановят, будучи руководителем управления Россельхознадзора, не нарушать действующее законодательство в собственных интересах, семейных, опять же. Тот же еще один пример, вот совершенно свежий по Неяскину, в соседнем регионе. Выходец МВД был наш, из Мордовии. Сыну он устроил, когда его назначили в этот соседний регион МВД, зам министра юстиции. И благодаря теперь сыну папа был вынужден написать заявление о собственной отставке, подать в отставку. Это о чем говорит? Что дети таких людей, они не представляют всей сложности и серьезности работы тех мест, которые они занимают. Что это не распальцовка, что это не красивая жизнь, когда тебе должны в данном случае создавать условия, чтобы ты сидел в президиуме и приносить тебе подарки. Это серьезная и ответственная работа. Должны быть на самом деле на благо государства люди думать о благе народа и о благе государства. Но у таких людей, я думаю, что такого понятия не существует. Благо народа и благо государства. 14 марта в Москве прошло заседание коллегии Федеральной службы судебных приставов и объявили итоги оценки всех 83 подразделений этой службы судебных приставов. Мордовское управление заняло 2-е место в России. По сбору налогов? Вот не знаю, может по всем показателям, может только по сбору. 1,5 миллиарда за прошлый год. 1,5 миллиарда, да, хорошо взыскивают, да. Самый бедный регион у нас с самыми низкими доходами, самая высокая собираемость. Хорошо работают. Все, больше ничего не скажу. Тогда так, 7 мая Центральный банк России опубликовал пресс-релиз об присоединении Мордовпромстройбанка к Активбанку. Столица С считает, что оба банка контролируются семьей Меркушкиных. А вопрос, как вы в целом оцениваете состояние банковской системы в Мордовии? Я в последнее время, с учетом того, что не общаюсь с банками, кредиты не беру,
Юридические лица у нас практически прекратили свою деятельность на территории Мордовии, в тех, в которых я работала. Поэтому особо сказать мне поэтому, нечего. Да? Но то, что вот эти два банка, они контролировались изначально представителем семьи Николая Ивановича, это однозначно, это всем известно. Поэтому то, что у Промстройбанка большая аффилированность и большая зависимость, поэтому их сообщение еще прошлого года было, что Нацбанк, не Нацбанк, а Центробанк собирается его ликвидировать. Вот с учетом этого, наверное, они сейчас решили объединиться, чтобы, по крайней мере, не пропали там активы, пассивы. Да, и чтобы, наверное, в целом улучшить показатели, да, чтобы у кого-то не лишили да, лицензии. Да. Я почитал, что в основном Мордовпромстрой сейчас зарабатывает на банковских гарантиях. Следующая новость. Кстати, насколько я помню, вот именно еще Мордовпромстройбанк у нас характеризовался тем, что там большой пакет акций имел завод «Электровыпрямитель». Вот, и завод «Электровыпрямитель» имел пакет акций Мордовпромстройбанка, а Промстройбанк имел пакет акций «Электровыпрямителя». И насколько я знаю, у нас сын Николая Ивановича как раз занимал, почему в свое время, должность председателя Совета директоров «Электровыпрямителей» и входил в состав директоров, наверное, Промстройбанка, именно с учетом того, что была вот эта аффилированность, связана с этими пакетами через семью Николая Ивановича. И Чебиркин стал потом в конечном итоге, бывший руководитель электровыпрямителя, стал председателем Госсобрания. Не буду приводить факты по поводу того, с какими странами сотрудничает наш регион. В целом, ваш спрошу, как вы оцениваете международную политику нашей республики? Только по новостным лентам, которые я вижу по телевизору, что люди приезжают, что Владимир Ильич с ними встречается, что просят, определенные, вернее, программы какие-то в данном случае озвучиваются. Попытка завлечь сюда инвесторов, она есть. Результата пока особого я не вижу. Посмотрим, поживем, увидим. Может быть, попозже будет. И в последней новости мы берем традиционно примеры с других стран, чтобы улучшить жизнь вокруг нас. Берем пример с Украины. 20 мая инаугурационная речь Владимир Александрович Зеленский обратился к украинцам на всей планете. Нас 65 миллионов. В общем, вы нам очень нужны. Да, он посчитал всех, которые... Привезите, пожалуйста, нам ваши знания, опыт и ментальные ценности. А 27 марта Владимир Дмитриевич Волков в послании Госсобранию тоже миграционную убыль как важнейшую проблему озвучил, какие планы. Получится у нас, и стоит ли нам жителей бывших Мордовии вернуть к нам сюда, или пусть живут, где им хорошо? Вернуть, так, естественно, было бы неплохо, если бы народ в данном случае изъявил такое желание. Но для того, чтобы он изъявил желание, я уже говорила не один раз, создайте нормальные рабочие места, создайте соответствующую структуру, быт для людей, и тогда люди сами потянутся. Ведь все упирается только в это. Если есть возможность заниматься любимым делом, если это за любимое дело получать достойную зарплату, если есть возможность потом на полученную зарплату получить какие-либо свои удовольствия и, отыграть свои хобби, так будем говорить, которые есть у людей, да, то тогда человек сам будет стремиться ко всему этому. А для того, чтобы увеличилось количество рабочих мест и там было рост зарплат, для этого должно увеличиваться количество рабочих мест, увеличиваться спрос на сотрудников со всего мира, а для этого увеличивается количество работодателей. А вы как может быть, бизнес-леди, как вы считаете, правительство должно изменить экономическую политику в регионе для того, чтобы как можно больше появлялось работодателей? Но мы сейчас опять возвращаемся к тому, о чем речь вели. Рыба гниет с головы, да? До тех пор, пока такое понятие, понимание, вернее, не будет непосредственно на федеральном уровне по всей стране, оно возникнуть на территории нашей республики не может. Мы уже как-то с тобой даже пример приводили с Германии, по-моему, или с Финляндии, что ли, я уже сейчас не помню. Желание желаниями, возможности возможностями. Для этого должны быть предпосылки определенные. А для этого, как сейчас уже мы говорили, да,
Собираемость налогов, она должна уходить не на федеральный уровень в полном объеме, а оставаться здесь. На эти деньги должны быть соответствующие внедрены программы развития одного, второго, третьего. Вот даже на том же самом послании, когда было Волково, да, ведь там хорошие вещи произносились представителям университета нашего, что у них есть молодежь. Молодежь на самом деле у нас грамотная и хорошая, и у нас на самом деле талантливая молодежь. Это уже тоже общепризнано на уровне, я имею в виду даже российском, да, вот победители олимпиад, то, что вот золотые медали получают, то, что такие знания показывают, наши детки, они востребованные, вот. И вот программа очень хорошая у них есть, мысли у них очень хорошие есть, а реализовать их не на чем. И они вынуждены уезжать, кто в Москву, кто в Нижний, кто в Казань. Я уже тоже приводила пример, да, у меня в свое время племянник учился в Казани, в технологическом университете, на факультете нанотехнологий. Закончив его, он приехал сюда. Он не нашел себе здесь места работы, был вынужден уехать снова в Казань. Сейчас на одном из предприятий в Татарстане он работает главным технологом. Главным технологом. Это в его вот юные годы. А здесь его потенциал не смогли. А здесь не смогли, он даже себе места здесь не нашел. Но он походил в одно предприятие, второе пришел. Он здесь оказался совершенно не нужен со своими знаниями, при том, что я говорю, факультет он заканчивал нанотехнологии. Казалось бы, мы говорим, что у нас технопарк, нанотехнологии и так далее, и так далее. Вот о чем идет разговор. Уважаемые телезрители, новости из жизни Мордовии за апрель-май в нашей дорогой республике комментировала Фаина Юрьевна Макарова. Спасибо вам большое. Да не за что. Всего доброго, до новых встреч.